стол, Это, беру. вы говорите, дети из трудных семей? Да, дети из трудных семей, тут какая-то организация, уже про нее забыл, она называется как. И как они у вас практику проходили, в качестве кого? Они Добровольцев? тут работали санитарами, Это в летний период. летний период, да. Они из города или откуда? М? Они откуда, из города? Они городские все, трудные дети. Из трудных семей, да? Да, очень хорошие дети. Все от них отказались, а мы взяли. И в итоге что? В итоге очень довольны. Вот этого даже я Попов, он поступил в училище ГПТУ после учебы. То есть вы были своего рода наставником. Ну да, где-то месяц. А как вы считаете, почему они стали трудновоспитуемыми? Такой статус получили? Ну, во-первых, ребенок, когда рождается, с ним надо работать, любить. Любовь, она от рождения не дается, любовь, она прививается родителями. Потому что очень интересно показывали фильм, как дети в утробе матери-близнецы дерутся. Делят еду, делят власть за выживаемость, понимаете, в утробе. Поэтому, когда ребенок рождается, его надо воспитывать, учить, любить друг друга. Понимаете, это очень важно. Это хороший, интересный фильм, поучительный. Это у вас дипломы? Все наши награды. За что? За восстановление здоровья духа нашего афганца, духа нашего воина-чеченца, который в Чечне воевал. Это у нас диплом «Золотая психея». Это Кириллово-Белозерский монастырь. А фотография чья? Моя. Вы там когда были? Я был, летом был, я весной был, и зимой я был. Вот это мне дал Медведев медаль. 65 лет победы в Великой Отечественной войны. Это благодарственное письмо Юрия Алексеевича Спиридонова, Царство ему небесное, Владимира Александровича Торлопова. Это Рушайло. Рушела, диплом благодарности объявил нам тоже. Вот. Это врачи дипломы получали мои. А с Украиной как вы связаны? А? С Украиной как связаны? Украина, я давно связан, еще когда только зарождалась Украина. Украинское общество я помогал и духовно, и финансово. Вот. Многие украинские девочки у меня работали, а потом поступали от нас в институты в Киеве. Мы помогали. Недавно зарегистрировалось общество русичей, Русь. Русь? Так, вы как считаете? Отрицательно. Почему? Ну, слушайте, Россия это есть Россия. Понимаете? Это получается, русские признают, что они изгои, раз делают себе общество. Понимаете как? Никни в это дело. Но здесь палка в двух концах. Получается, существует армянская автономия, но армяне, еврейская, нет, армяне приехали с Армении, евреи с Израиля приехали. А это Россия, исконно русская земля. Какое может быть общество? Пришельцы-то они, не русские. У кого русские тогда идут на поводу? Получается, русские живут Нет, ну получается в республике Коми тогда Нет, получается, русским... русские живут не в русском государстве. Ну, в республике Коми получается что, да? Нет, нет. Ну давайте эту тему мы отложим на потом. Коми земля это российская земля, это русская земля. Коми добровольно приняли православие, вошли в состав России, их никто не принуждал. И вообще монархия, она почему монархия? Как была культура народов, которые здесь живут, она так осталась. Язык какой был, он так и остался. Ни мечом, ни огнем их не заставляли ассимилироваться. Давайте прервемся. Все сохранилось. Прервемся.